Уважаемые журналисты, я хотел обратить внимание на такие вещи. Мне кажется, что следственные органы республики не полностью прочитали отчет Государственной комиссии, которую возглавлял Темир Сариев. Отчет состоит из 55 страниц. И к этому отчету приложены конкретные меры, что нам нужно делать для исправления ситуации. Впервые в этом отчете Темир Сариев предлагает проведение переговоров с канадской компанией, чтобы расторгнуть это соглашение. Второе. Если канадская компания не согласна с расторжением первичного соглашения, то он говорит, что необходимо срочно отменить закон Георгия о ратификации соглашения о новых условиях по проекту «Культур», подписанное 24 апреля 2009 года. Впервые до этого никто не поднимал, ни одна власть не поднимала. В этой комиссии Темир Сариев поднимает вопрос о необходимости срочной рекультивации рудника, которым никто не занимается. И не занимались, и до сих пор не занимается. Он же там и говорит, что там надо заниматься хвостохранилищем, где лежат 1,5 миллиарда тонн содержащего хвостов. Отходы. Да, отходов, да. И самое главное, еще хочу сказать о ледниках, на что сейчас они делают упор, обвиняя Темир Сариева. Если золото находится в ледниках горах Давыдова и Лысый, что вы должны делать? Канадская компания копать, и эти ледники, естественно, уничтожаются сами ледниковый покров. Самое главное, сейчас ледник Лысый полностью уничтожен. Его уже нет. Выбрали золото. А другое дело, рядом стоящий там ледник Давыдова, когда на ледник Давыдова отсыпали забалансовую руду, руда, в котором не содержится золото, отсыпали, и толщина этого отсыпания дошло до 120 метров. И тогда половина ледника Давыдов сошла, согрелась, оделась теплой одеждой, и таким образом половина этого ледника сдвинулась и вышла в Пунтовскую долину. Таким образом, эти два ледника исчезли. Но госпожа Букманова откуда взяла, что там понесли ущерб на 5 миллиардов долларов, да? Никто не знает, какая у него там методика. Есть ли вообще методика подсчета, когда уничтожаются эти ледники? Конечно, нету. Теперь его обвиняют, и Букманова говорит, что Темир Сариев с 5 миллиардов долларов ущерба снизил на 2 миллиарда. Это тоже ведь неправильно, понимаете? И в заключении отчета Темира Сариева впервые пишется, что уголовное дело нужно возбуждать не только по отношению наших чиновников, взорвавшихся чиновников, но и против канадских компаний, которые были замешаны в коррупционных делах. По крайней мере, всем известно, что канадские компании полностью овладели действиями прежних правителей наших, понимаете, да? Каким образом они завладели этими делами, вы хорошо знаете. Все у меня.